Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Балкан-Абаде органы, наделенные властными полномочиями, преследуют Гулистан Мамедгильдыеву. Они обвиняют женщину в связях с Туркмен Ньюс. Историю Гулистан независимое издание рассказало в начале сентября. Тогда была надежда, что публикация дойдет до самого верха, откуда отдадут команду беспристрастно разобраться в этом деле, но вместо того, уже через пару часов после публикации, женщину увезли в отдел полиции и несколько часов подряд допрашивали. На новые обращения в Генеральную прокуратуру и к президенту она получает отписки. Напомним предысторию конфликта. Гулистан Мамедгильдыева добивается справедливости больше 2 лет. Все началось с того, что она, мать 9 детей, попросила предоставить временную работу своей старшей дочери в том же детдоме, где сама работает няней. Там как раз открылись вакансии, причем на самые обычные должности: помощник воспитателя, уборщица, санитарка. Устроить на одну из этих должностей дочку женщине посоветовали не где-нибудь, а в управлении образования. Поначалу новый директор детдома, Назар Мамед Аразов, согласился принять девушку, но потом неожиданно резко отказал, под предлогом того, что родственники не могут работать вместе. Однако это не тот случай, когда подобное требование должно выполняться. Дочь не находилась бы в прямом подчинении у своей матери, к тому же в детском доме есть сотрудники, кого данное правило почему-то не касается. Поняв, что решение директора не изменится, Гулистан решила придать огласке многочисленные нарушения в детдоме. Мошенничество, избиение и принудительное психиатрическое лечение воспитанников, травлю в отношении девочек, из-за которых они сбегают из государственного учреждения к взрослым мужчинам. Преступные деяния администрации и персонала няня описала и отправила президенту Туркменистана, а копию направила в Министерство образования и Генеральную прокуратуру. Однако вместо расследования предоставленных фактов началась кампания по очернению самой Мамедгильдыевой. Директор Аразов с помощью приближенных сотрудников детдома стал мстить женщине. Однажды в 5 часов утра он устроил внезапную проверку группы Гулистан, пытаясь ее уличить в том, что она, будучи ночной няней, спит во время работы, и снял это на телефон, чтобы позже объявить ей выговор. Потом он решил пойти еще дальше и изобразить Гулистан преступницей. Женщину обвинили в том, что она якобы избила железным прутом 5 воспитанников детдома. Увы, этот план сработал с помощью лжесвидетелей и подложных доказательств. Прокуратура вынесла предложение уволить Гулистан, и управление образования с этим согласилось. Женщина подала в суд, но судья Даянч Сапаров отказал ей в восстановлении на работе. Затем и коллегия судей Балканского вилаятского суда отклонила апелляцию, потратив на заседание ровно 15 минут. Не найдя справедливости, Гулистан решила вынести свою проблему в публичное пространство. После предыдущей публикации Туркмен Ньюс давление на Гулистан усилилось. В отделении полиции ее на протяжении 4 часов допрашивали сразу 3 сотрудника в штатском. Никто из них не представился. Цель этих людей была сломать Гулистан. Они то набрасывались на нее с криками, обвиняя в предательстве, то сулили новую работу с тем же окладом, если она прекратит всякие контакты с Туркмен Ньюс, то угрожали надолго посадить за то, что опозорила на весь мир свою страну. Сотрудники обрушивались на женщину. Может, он, по-видимому, имея в виду редактора сайта Руслана Мятиева, тебя зомбировал? Почему ты написала именно ему, а не в другие СМИ? Может быть, ты и раньше передавала ему информацию отсюда? Ты своими роликами в ТикТок и обращением к этому СМИ продала нашу родину. Допрашиватели заявили Гулистан, что у них якобы есть видео того, как она бьет детей, на что женщина предложила вместе посмотреть запись. Мол, я так давно мечтаю ее увидеть, но мне ее почему-то не показывают. Затем Гулистан попытались убедить в том, что она успела согласиться с решением суда и подписаться под ним. Но документ судьи Даянча Сапарова был в этот момент у женщины в руках, и она сказала: «Покажите мою подпись». Но все вопросы Гулистан так и остались без ответа. Одновременно в полицию вызвали директора детдома Назар Мамеда Аразова, но очную ставку с ним устроить отказались. Он так и остался сидеть в соседнем кабинете, пока шел допрос Гулистан. Несмотря на все угрозы и шантаж, женщина не падала духом. Ее поддерживала уверенность в собственной правоте.
в том, что ее обвинение было умышленно сфабриковано. Обратиться к президенту страны через СМИ женщину вынудили равнодушие и бездействие должностных лиц различных инстанций, от Вилаятского объединения профсоюзов до Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Один из сотрудников обвинил Гулистан в том, что в материале в адрес Аркадага якобы было использовано бранное слово и что за это она ответит. Показать же это самое слово в статье он так и не смог. Не успевала женщина ответить на обвинение одного допрашивателя, как тут же вступал другой. Мол, как же она такая верующая и читающая намаз, носит короткую стрижку. Пристальное внимание вызвал и орден Энемихри. Сотрудники заявили Гулистан, что после обращения к президенту через иностранные СМИ и соцсети она стала недостойна почетного звания, и орден у нее заберут. «Орден мне вручили не вы, а наш уважаемый президент», сказала Гулистан, «но если вы сможете отнять его, то ради бога, от этого я не перестану быть матерью-героиней. Все равно у меня после присвоения звания не улучшились условия проживания моих детей», и добавила: «Впрочем, приходите ко мне домой и посмотрите, в каких условиях они живут». В ответ же сыпались новые крики и угрозы. «Ты продолжай и дальше давать информацию, этим и другим СМИ тоже давай. Но знай, что этим самым ты уже вывела знак минус на лбу своих детей». Последняя фраза вызывает лишь горькую усмешку. Будь у Гулистан и ее семьи изначально положение со знаком плюс, она и ее семья не оказались бы в подобной ситуации. Гулистан держится, но заметно, что она в отчаянии. Женщина уже не знает, кому еще адресовать вопросы, которые она неоднократно задавала прокурорам, судье, профсоюзному работнику и всем, кто проводил проверки по ее заявлениям. Почему никто не расследует тот факт, что одна из воспитательниц действительно избила детей, хотя Гулистан предоставила видеодоказательства? Но собеседники не помнят этой темы. Почему не назначат ей очную ставку с Назар Мамедом Аразовым? Отвечают: успеется. Где то видео, на котором она, Гулистан, берет в руки железный прут и бьет им детей? Если оно существует, то стоит один раз его показать, и вина Гулистан полностью докажется. Но женщине не могли показать вымышленное видео, как и не смогли прокомментировать отказ. К слову, в 2023 году вновь назначенный прокурор города Балкан-Абада Сердар Хаджам Гулыев пересмотрел материал против Гулистан. Он взял показания 12 сотрудников детдома, которые подтвердили, что их бывшая коллега трудилась добросовестно и никого не била, однако впоследствии эти показания странным образом потерялись. Когда же следователь прокуратуры Батыр Мамедов вызвал на беседу директора детдома Назар Мамеда Аразова с намерением вернуть Гулистан на работу, тот остановил процесс с помощью единственного телефонного звонка. Кому неизвестно, но он вернулся в кабинет к следователю и, ударив кулаком по столу, заявил: «Пусть хоть небо на землю натянет, но в детдом она не вернется ни при мне, ни даже после моего ухода». Позже следователь Мамедов признался Гулистан, что уверен в ее невиновности, но ничем помочь не может, ибо выше него тоже есть люди. А чего проще было сфальсифицировать признание детей, на которые теперь все проверяющие ссылаются? Эти показания взяли у детей взрослые дяди в присутствии всесильного директора детдома. Гулистан уверена, те же самые дети в другой обстановке, будучи уверенными в том, что их не накажут за правду, дадут совершенно другие показания, а принципиальный проверяющий признает: документ о нанесенных детям побоях состряпали люди директора, и именно они нарушили закон. И к признанию медиков о том, что они подписывали заключение о побоях под давлением, такой проверяющий отнесся бы с вниманием. Только вот нет такого принципиального. Все, от кого зависит судьба Гулистан, смотрят на все так, как им скажут правоохранители. Поэтому расследовать происходящее в детдоме Балкан-Абада и проверить все доводы Гулистан Мамедгильдыевой по поводу ее незаконного увольнения должна независимая внешняя комиссия экспертов. До сих пор проверяющие даже не пытались вникнуть, что на самом деле происходило и происходит с детьми, поговорить с ними без присутствия детдомовских начальников, от которых зависит их жизнь. Проверяющим сподручнее было мельком глянуть в уже имеющиеся материалы дела и дать стандартный ответ: уволили правильно, уволили законно, в случае несогласия обращайтесь в суд. Судья отвечает: прокуратура должна отменить свое представление,
а прокурор, вынесший представление, сообщает, что он требовал не увольнять Гулистан, а только принять меры по устранению нарушений закона, и так по кругу. Самый удивительный совет Гулистан дал представитель областного объединения профсоюзов Рамис Рахимов. Чиновник организации, призванный защищать права и интересы трудящихся, предложил: нет ли у тебя золотых изделий, чтобы отдать их кому надо и решить проблему с трудоустройством? Тем временем, вместе с угрозами и обвинениями в несуществующих деяниях, Гулистан Мамедгильдыевой обещали как-то компенсировать увольнение и предлагали другую работу и ей, и заодно ее дочери. «Давай, — говорили, — ты пойдешь работать в интернат для инвалидов. Или давай мы тебя устроим в детский садик». Женщине предлагали такую же зарплату, какую она получала в детдоме, но та отказывалась. Она 20 лет проработала на этом месте, любила свою работу и мечтала оттуда выйти на пенсию. Но тут еще другое: как можно предлагать работу с детьми, да еще инвалидами, человеку которого вы только что обвиняли в жестокости к детям и уволили по соответствующей статье? Получается, дело совершенно не в том, что Гулистан якобы обижала детей. Сама женщина прекрасно знает, в чем причина ее мытарств на самом деле. Ей не раз говорили, что именно в детский дом она не вернется, такова якобы месть директора Аразова. Детские дома – это учреждения, в которые всегда направлены потоки государственных денег, частных пожертвований, спонсорской помощи от местных и зарубежных компаний и желающих присосаться к этим потокам, вместо того, чтобы направлять их на детей и их развитие, находится немало. Вдобавок к этим так называемым доходам, некоторые руководители зарабатывают на продаже рабочих мест. Почти каждый месяц открываются вакансии и в детдоме, но работу в нем получают не через биржу труда, а по звонку сверху. Место сторожа, например, стоит 20 тысяч манатов, ночного сторожа или няни 30 тысяч. Об этих вещах знают все, в том числе и в правоохранительных органах, и не просто знают. Самое страшное то, что воровство и хищение, фабрикацию преступлений и их укрывательство видят дети, но изменить положение внутри коллектива одни не хотят, а другие не могут, потому что боятся взорвавшегося директора и потому что знают: у Назар Мамеда Аразова много денег, но еще больше влиятельных покровителей. Инженера по образованию и бывшего работника цементного завода на работу в детский дом устроил его родственник, бывший работник МНБ. Кроме того, Аразова может поддерживать бывший глава управления образования Сердар Шемиев. Предыдущий же директор детдома Шамурат Реджепов и сам бывший сотрудник МНБ. При нем ситуация в детдоме была не лучше. Один из полицейских, допрашивавших Гулистан 2 сентября, вдруг проявил жалость к женщине. Он поинтересовался причиной того, почему ее младшие дети не пошли в школу 1 сентября. Гулистан ответила: им нечего носить. Тогда тот отвел 4 детей в магазин и купил им одежду и обувь. Это был, пожалуй, единственный добрый момент в день допроса. Туркмен Ньюс будет с вниманием и тревогой следить за судьбой Гулистан Мамедгильдыевой и ее семьи. Как показывает практика, если использован метод кнута и пряника, то следом может последовать провокация. Когда человеку нечего вменить в наказание, поводы создают искусственно, а уж на какие провокативные меры способны туркменские так называемые правоохранители, мы постоянно рассказываем. И все же не перестаем надеяться, что справедливость восторжествует и все обвинения в отношении Гулистан будут сняты, а саму ее вернут на прежнее место работы. Гулистан и ее дети все еще надеются на внимание к их ситуации. Лично Сердара Берды Мухамедова на имя которого женщина не раз писала заявление. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.